Мы благодарим вас за то, что вы нашли время, уделяете его нам и столь важной теме не только для чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, но и всех кавказцев, всего Кавказа и многих-многих людей, которым реально важна истина. Спасибо. Пожалуйста, вам огромное спасибо за интерес к истории нашего народа, многострадального, чеченского, ее трагическим страницам. Нам очень приятно, что вы представляете братский нам абхазский народ, что вы стараетесь довести до жителей республики, до общественности республики эпизоды истории, связанные с кавказскими народами. Спасибо. Ну, давайте, пожалуй, начнем с вопросов. Первый у меня вопрос такой. Почему была выбрана такая вот дата, 23 февраля 1944 года? Казалось бы, фронт уже был отодвинут далеко от Кавказа. Он шел к границам СССР, и вдруг вот в этот день происходят такие события неожиданные. С чем это связано? Почему была выбрана такая дата? Да, вы правы. Начало выселения чеченцев-ингушей – это 23 февраля 1944 года. Это 26-я годовщина со дня основания Советской армии и военно-морского флота. День советских вооруженных сил. Очень трудно сказать определенно, почему именно вот эта дата. Мы, я имею в виду исследователи, историки, можем строить только версии, почему именно в этот день. Но наряду с факторами объективного и субъективного плана есть факторы психологические. Вот 23 февраля на протяжении, во всяком случае, предыдущих 26 лет в советской стране праздновался как День Советской армии. И настроение людей не связано с какими-то изломами историческими, с драмой, с трагическими событиями, а связано с тем, что вот в этот день будет отмечаться праздник, причем, я скажу, без всяких каких-то двусмысленностей, праздник доблестной армии. Армия, которая уже на границе, западной границе Советского Союза громила немецко-фашистские орды, которые 22 июня 1941 года вторглись на территорию Советского Союза и уничтожали все, как говорится, на пути. И живое, и движимое, и недвижимое. И поэтому настроения у людей были, я уверен, они были связаны с надеждой, что вот армия победит фашизм, настанет День Победы. И эти настроения, они были вот как бы ориентированы на этот день. Но Сталин, как известно, придавал очень важное значение психологическим факторам, настроениям людей. И я думаю, что с одной стороны это было связано вот с этими нюансами. С другой стороны, фактор неожиданности. Ведь по существу операция по выселению чеченцев и ингушей готовилась еще с осени 1943 года. Под видом, что идет подготовка к военно-тактическим учениям, сюда были стянуты войска, внутренние войска,
Вот этот контингент, который был непосредственно задействован в реализации планов принудительного выселения чеченцев и ингушей, он составлял более 130 тысяч человек. Это со всего Советского Союза, сюда были стянуты в основном войска НКВД и оперативные работники. Вот, видимо, вот эта дата поэтому и была. Кстати, вот в последующем, 8 марта, выселение балкарцев, тоже праздничный день. Все ориентируются на праздник, да, на праздничное настроение, хотя идет война, но война идет успешно для Советского Союза. А тут такой, как говорится, удар. Я думаю, что было в основном связано вот с этими факторами. Психологическими, и мобилизационными, и оперативными. Вот я думаю, что поэтому была обозначена эта дата. Могли бы вы сказать о названии этой операции «Чечевица»? Что это такое? Почему чечевица? Да, операция, вот во всяком случае, сегодня на слуху операция «Чечевица». Это выселение чеченцев и ингушей. Ну, мои коллеги некоторые и писатели склонны связывать это вот с этнонимом чеченцы. Созвучие, да, фонетическое такое. Чеченцы, чечевицы и так далее. Ведь население Чечено-Ингушской республики, вот по переписи 1939 года, это около 700 тысяч человек, а из них около 400 тысяч человек – это чеченцы. Ну, скорее всего, поэтому. Мне однажды задавали в студенческой аудитории вопрос, а есть ли какой-то официальный документ, где вот именно прописана операция «Чечевица»? Я, во всяком случае, я лично, несмотря на то, что долгое время работал по этой теме в архивах страны, в федеральных архивах, нигде официального документа вот с использованием этого термина не нашел. Везде вот речь в официальных документах идет речь о подготовке к спецоперации по выселению чеченцев и ингушей. Вот я бы так сказал. Почему выбор пал на чеченцев, ингушей, карачаевцев, потом болгарцев? Что это? Каким образом пришли к необходимости вдруг депортации этих древних кавказских народов? Вот смотрите, вот этот метод, этот вариант наказания народов, переселения народов в советской практике был давно, с конца 20-х годов, особенно в 30-е годы. А вот когда началась Великая Отечественная война, когда Германия совершила агрессию против Советского Союза, уже в августе 1941 года были высланы немцы по Волжье, была ликвидирована автономия немцев по Волжье. Кстати, в августе-сентябре месяце со всех республик Северного Кавказа было выслано немецкое население выборочно. Потом в октябре 1943 года были высланы карачаевцы. В конце декабря 1943 года были высланы калмыки. В феврале 1944 года, 23-го, чеченцы-ингуши. В марте балкарцы. Потом дальше уже крымские татары. Ну, были выселения, и в последующие годы были выселения с территории, этнических групп с территории Грузии были выселения целых групп Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики и так далее. То есть это была практика сталинского тоталитарного режима. Вот спрашивает, а почему не выслали кабардинцев, а почему не выслали черкесов, а почему не выслали дагестанские народы?
Слава Богу, слава Аллаху, что их не постигла эта участь. Хорошо, что их не выслали. Но вместе с тем, выборочность, реализация этой политики принудительного выселения все равно актуализирует этот вопрос, который вы мне задали. Мне очень трудно определенно сказать, хотя я строил и строю версии. И связано это с моей точки зрения с тем, что Сталин после победы над фашизмом все-таки планировал, на мой взгляд, и для этого есть основания, для утверждения такого есть основания, совершить поход, заграничный поход, скажем, предпринять военные акции против Турции. В ноябре 1943 года на Тегеранской конференции Сталин поднимал вопрос о позиции Турции в отношении тех военных событий, которые происходили. Как известно, Турция была на стороне Германии. И определенное время она заявляла о том, что придерживается политики нейтралитета. Но такие заявления появились после того, когда стало понятно, что фашистская Германия проигрывает. Но осенью 1943 года на этой конференции Сталин настаивал, чтобы Турция четко заявила свою антигерманскую, антигитлеровскую позицию. И тут Черчилль заверил Сталина о том, что он повстречается с руководством в Каире, повстречается с руководством Турции, и что Турция в конце концов вынесет свое окончательное решение. Это один момент. Другой момент. Сталин стремился быть соучастником контроля Босфорских проливах. Он считал, что Советский Союз, как держава, военная держава, должна принимать участие в осуществлении контрольного режима в этих Босфор и Дарданеллы, в этих проливах. Это второй момент. Третий момент. Мне представляется, что, учитывая историческую практику, историю, особенно 18-19 век, когда чеченцы вместе с другими народами активно участвовали в Кавказской войне, и в последующем 20-е годы испытывали определенные надежды, связанные с Турцией. Множество комплекса этих факторов дает основание строить версию, что именно поэтому чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы. В связи с этим возникает вопрос. Ведь дагестанцы тоже мусульманские народы, Дагестан активно участвовал в Кавказской войне. А почему их эта политика не затронула? Я еще раз говорю, слава Аллаху, что не затронула. Но попытки объяснить это влиянием Даниялова мне представляются не совсем убедительными. Почему? Говорят, Даниялов был первым секретарем, он встречался с Сталиным из Берии и сумел убедить. Во-первых, Даниялов до 1946 года не был первым секретарем Дагестанского обкома партии. Первым секретарем Дагестанского обкома партии с 1942 года был Абдул-Азиз Алиев. Кстати, дедушка по матери нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева. Я изучал
вот, публикации, некоторые архивные документы. И вот недавно я видел ролик, по-моему, в Ютубе, где Ильхам Алиев говорит о роли своего дедушки Абдул-Азиза Алиева вот, в судьбе дагестанского народа, особенно вот в годы Великой Отечественной войны. Я склонен считать, что именно благодаря Абдул-Азизу Алиеву удалось убедить руководство страны в нецелесообразности вот, выселения дагестанских народов. И, кстати, существует версия о том, что в то время вынашивался план включения Дагестана в состав Азербайджанской ССР. Руководителем Азербайджана был Багиров, ближайший друг Берия. И вполне допустимо, и, кстати, в 1942 году, это документально подтверждено, в Дагестан был, как говорится, десантирован кадровый корпус из 100 человек из Азербайджана, партийные советские работники. Именно тогда Абдул-Азиз Алиев был утвержден в качестве первого секретаря Дагестанского обкома партии вместо Ликуна. Ликун был первым секретарем Дагестанского обкома партии. Я допускаю, я еще раз говорю, не утверждаю, но допускаю, что этот план включения Азербайджана, то есть Дагестана в состав Азербайджана, он вполне мог быть. И тут Багиров тоже мог сыграть свою роль вот при рассмотрении этих вопросов о выселении или не выселении дагестанцев. А вот о том, что там Даниялов встретился со Сталином, там, и так далее, и тому подобное. Во всяком случае, вот в журнале, в котором фиксировались все приемы Сталина вот, в ежедневном режиме, я их в архивах рассматривал, нигде нет записи о встречах с Данияловым, с Абдул-Азизом Алиевым. Первым секретарем Чечено-Ингушского обкома партии был Иванов, председателем Совнаркома был Малаев. Встречи с ним и так далее. Поэтому вот я сейчас вам покажу один документ. Поэтому, когда говорят о том, что вот их приглашали на встречу к Сталину и говорили, что вас выселят, мне это представляется неправдоподобным. Вот смотрите, это архивный документ. Архивный документ, который хранится, мною выписан, скопирован из архива новейшей истории, Российского государственного архива новейшей истории. Вот смотрите, это телеграмма Берия Сталину 22 февраля 1944 года. То есть буквально за несколько часов до начала выселения. Товарищу Сталину, это пишет уже Берия, для успешного проведения операции по выселению чеченцев и ингушей после ваших указаний в дополнение к чекистско-войсковым мероприятиям проделано следующее. Первое. Мною был вызван председатель Совнаркома Малаев, которому сообщил решение правительства о выселении чеченцев и ингушей, о мотивах, которые легли в основу этого решения. Малаев после сообщения прослезился, но взял себя в руки и обещал выполнить задания, которые ему будут даны в связи с выселением. Затем в Грозном вместе с ним были намечены и созданы 9 руководящих работников из чеченцев и ингушей, которым было объявлено о ходе выселения чеченцев и ингушей и причинах их выселения. Им было предложено принять активное участие в доведении до населения решения правительства о выселении. Вот вопрос. Здесь говорится русским языком, что было доведено до их сведения решение правительства о выселении. А тут некоторые авторы утверждают, что вот, мол, их приглашали, им говорили.
Ничего подобного. Наоборот, этот документ свидетельствует о том, и что для руководящих работников, в частности Чечено-Ингушской республики, решение о выселении стало совершенно неожиданным. Еще один момент очень важный. Во избежание эксцессов призывать население к неуклонному выполнению распоряжения работников, возглавлявших выселение. Был призван местный партийный архив. И, кстати, были задействованы и представители мусульманского духовенства. Вот Берия пишет: кроме того, мною проведена беседа с наиболее влиятельными Чечено-Ингушетии, высшими духовными лицами Арсановым Баудином, Яндаровым Абдулгамидом и Гайсумом Аббасом, которым также было объявлено решение правительства, и после соответствующей обработки предложено провести необходимую работу среди населения через связанных с ним мул и других местных авторитетов. Для чего это было сделано? Для того, чтобы не допустить, скажем, сопротивления, с моей точки зрения, бессмысленного, потому что такая массивная сила была собрана, военная, для того, чтобы провести вот эту операцию. Могли последовать карательные действия, которые могли привести и к бессмысленным жертвам. Вот так начиналось выселение чеченцев в Ингушетии. Скажите, если вот так подытожить, то можно сказать, что одна из причин – это выселение непокорного мусульманского населения с Кавказа подальше, для того, чтобы упредить какие-то действия в случае войны с Турцией? Да, кстати, вы очень правильно подметили непокорного мусульманского населения. Я склонен рассматривать именно вот в таком формате непокорного мусульманского населения в случае каких-то военных планов в отношении иностранного государства. Скажите, вот в период установления советской власти было ожесточенное сопротивление со стороны горцев, чеченцев, ингушей. К этому периоду вот такие настроения, связанные с сопротивлением, сохранялись? Вы знаете, когда мы говорим ожесточенное сопротивление, это будет несколько завышенная оценка. Сопротивление советской власти, например, в Чечне, ведь Чечено-Ингушетия образовалась в 1934 году. До января 1934 года была Чеченская автономная область и была Ингушская автономная область. То есть две национально-государственные образования. И вот на территории Чечни особенно, начиная с 1924-1925 года, появлялись очаги сопротивления советской власти. И все это было связано с той политикой, жесткой, принудительной политикой большевиков. Была поставлена задача какие-то сроки провести советизацию в национальных областях, в том числе и в Чечне. В Чечне уровень грамотности населения на момент установления советской власти 0,8%. Чеченская беднота. Здесь не было ни рабочего класса, ни промышленных предприятий, очагов. Вот те годы, о которых я говорю, 23-й, 24-й, 2-3 человека составляли партийные организации, а партийные функционеры были присланы сюда. Кстати, здесь определенное время секретарем партбюро Чеченской области, Чеченского оргбюро был Ефрем Эшба из Абхазии. Кстати, вот он пытался довести до руководства страны объективную картину, которая складывалась в национальных регионах Северного Кавказа, в частности в Чечне. И, кстати, он один из тех, кто первым написал биографический очерк, причем очень серьезный, солидный, про молодого Асламбека Шарипова. Это
Асланбек Шарипов – это вождь чеченской бедноты в 1918-19 годах. Дальше, да, в 1924-1925 году с чем было связано? С тем, что советская власть, большевики начали карательно наступать на религию. Сами говорили, берите, что и можно, допускали шариатские суды и свобода вероисповедания, а потом резкий перелом, который начался с ареста Али Митаева и его расстрела. Дальше уже мы знаем, что одним из главных разделов Ленинского плана строительства социализма это коллективизация. Но говорили о добровольной коллективизации, а получилось, что Сталин провозгласил политику ликвидации кулачества, и началось наступление на сельского труженика. И вот эта принудительная, карательная политика по трансформации сельского хозяйства местного, она привела к ответной реакции. Возникли очаги восстания в Гойтах, в Шали, на Жиртовском районе. Но уже в 30-е годы красный террор, это репрессии, очень много представителей национальной интеллигенции, духовенства пострадало в 30-е годы. Но, несмотря на это, когда началась Великая Отечественная война, народ откликнулся на призыв Отечества опасности. Родина-мать зовет. Вот были главные лозунги. Вот наше архивное управление проводит большую поисковую работу. Я хочу обратить ваше внимание вот на такой момент. Вот в этом указе, это указ о ликвидации Чечено-Ингушской ССР и об административном устройстве ее территории. Этот указ был издан 7 марта 1944 года. То есть сначала выслали, а потом узаконили вот эту преступную акцию. Вот здесь в преамбуле сказано, что многие чеченцы-ингуши, ну, во-первых, Чечено-Ингушетия не была оккупирована, за исключением небольшой части рабочего городка Малгобек, это на северо-западе, об этом я скажу позже. Вот по данным нашего архивного управления, на сегодняшний день пофамильно установлены лица, призванные на войну с территории Чечено-Ингушетии или из других регионов Советского Союза, но выходцы из Чечено-Ингушетии. Это более 30 тысяч человек пофамильно. Из них более 23 тысяч человек это чеченцы-ингуши. Вот если брать, да, вот 29 февраля, это был высококосный год, Берия информировал Сталина о том, что операция по выселению чеченцев-ингушей в основном завершилась. Общая численность высланных чеченцев-ингушей составляет 496 420 человек. Так вот, смотрите, если 23 тысячи, ведь на войну же призывали взрослое население, мужское население, 23 тысячи, разве это не говорит о том, что чеченцы-ингуши с самого начала принимали активное участие в Великой Отечественной войне? Да, кстати, другой момент. С апреля 1942 года приказом Наркома обороны СССР было запрещено призывать в действующей армии представителей горских национальностей, в том числе чеченцев-ингушей. Иногда задают вопрос, а почему? Скорее всего, из-за того, что они не знали русского языка. Командиры боевых подразделений жаловались о том, что эти новобранцы, они не знают русского языка и не ориентируются вот в этой ситуации. Скорее всего, поэтому. Дальше, смотрите, из числа призванных с территории Чечено-Ингушетии 44 человека стали героями Советского Союза. Из них 6 чеченцев стали героями Советского Союза. В 1996 году 3 чеченцев за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, получили звание Героя Российской Федерации.
мы располагаем информацией о том, что такое же звание получили и двое ингушей. Дальше, на сегодняшний день наше архивное управление располагает документами о том, что еще двое чеченцев-ингушей были представлены к званию Героя Советского Союза. Вот эти воины: Алибеков Саид из Гудермеса, Щедаев Айса Укоевич из Ачхой-Мартана и Арслангиреев Ильяс, Осман-Юрта, это Дагестан. Вот на эти лица есть документы, что они были представлены в свое время к званию Героя Советского Союза. Теперь, вот говорят о десятках тысяч там предателей и так далее. Да, чтобы завершить мысль, Чечено-Ингушетия, образование Чеченской Республики и образование Ингушской Республики – это последствия событий 90-х годов. В годы Великой Отечественной войны единая Чечено-Ингушская АССР. Вот сегодня два города, город Грозный, столица Чеченской Республики, и город Малгобек, который под юрисдикцией Ингушетии, имеет почетное звание города воинской славы. Это уже говорит о том, что роль Чечено-Ингушетии в разгроме фашизма немаловажна, мягко говоря. Ведь надо учитывать, что Грозный, начиная с начала 20 века, являлся одним из главных нефтедобывающих центров Советского Союза. Причем в рассматриваемое время, в годы Великой Отечественной войны, это один из важных нефтеперерабатывающих центров. Вот наши авиабензин, производимый на территории города Грозного, на предприятиях грозненских, этот авиабензин напрямую шел на обеспечение воюющей воздушной армии. И по некоторым данным, где 3/4 потребностей авиабензина это выполнялось за счет поставок из Грозного. Поэтому говорит о том, что возвращаясь снова к преамбуле этого указа от 7 марта 1944 года, несправедливо, что было массовое. Вот у меня архивный документ. Особая папка. Это копия архивного документа. Министерство внутренних дел Союза СССР. Фонд Р-9479, опись 1, дело 768, дело начатое в 1953 году, окончено в 1958, на 304 листах. Вот смотрите, что здесь написано. Я еще раз говорю, вот в преамбуле указано, говорится о массовом бандитизме. Вот смотрите. С июня 1941 года по 1 января 1945 года на территории Чечено-Ингушской АСР ликвидировано 232 банды. Показатель, да? А смотрите, число участников 1263. Ну, давайте разделим 2263 на 232, и какое число мы получим в одной банде, да? Ну, это статистика. Арестовано более 3500 банд-одиночек и банд-пособников. За это время изъято огнестрельного оружия 18 046 единиц, в том числе пулеметов 108, минометов 19, автоматов 339 и винтовок одноствольных 11 386. Как вы думаете, могла ли эта сила, антисоветская, оказать какое-либо решающее, значимое воздействие на успехи Красной Армии? Конечно, нет. Теперь дальше у меня есть другой интересный документ. Я прошу прощения,
но эти документы очень важны. Вот смотрите. Численность – это Российский государственный архив социально-политической истории, фонд 625, опись 1, дело 46, лист 154. Численность кавказцев, взявшихся за оружие на стороне немцев, данные на сентябрь 1944 год. В легионах и полевых батальонах армян 11 тысяч человек, азербайджанцев 18 600 человек, грузин 14 тысяч, всех северокавказцев 10 тысяч человек. Это в боевых подразделениях. Дальше. Эти же представители в строительных и вспомогательных частях. Армян 7 тысяч человек, азербайджанцев 4795 человек, грузин 6800 человек, всех северокавказцев 3000 человек. Это данные из книги Юргена Торвальда «Кого они хотят погубить?» Рассказ о великом предательстве. Это как раз вот те, кто непосредственно участвовал по боевых операциях, вот в этих хозяйственных командах, по данным немецкого военного командования. Вот я вам сказал, эти данные находятся в архиве Интересные цифры. Архиве. Да. Вот я говорил о том, что общая численность высланных чеченцев-ингушей на 29 февраля 1944 года составила 496 420 человек. Позвольте узнать, а сколько из них именно чеченцев? Из них, я скажу сейчас. Хороший вопрос. Сейчас, чтобы сказать точно. Значит, чеченцев около чуть более 400 тысяч, и остальные вот это ингушское население. Вот смотрите, это документ. По официальным данным НКВД СССР, Казахскую и Киргизскую ССР, да, чеченцы и ингуши все были высланы на территорию Казахской и Киргизской ССР, в основном на территории Казахской ССР. Вот я родился в Казахстане. Я спецпереселенец, кстати, репрессированный. Когда я в Москве куда-либо обращаюсь и говорю, что я репрессирован, все на меня удивленно смотрят. Чиновники считают, что это уже закрытая страница. Вот интересные данные. Для обеспечения перевозок этого контингента и воинских частей НКВД планировалось сформировать и отправить на Орджоникидзевскую и Северокавказскую железную дорогу 152 маршрута по 100 вагонов, в каждом общим количеством 14 200 крытых вагонов и 1000 платформ. А крытые вагоны, вот как говорят, были вагоны для перевозки скота. Телячьи вагоны их называют. А платформа это для установки там артиллерийского орудия, пулеметов и так далее. Обеспечение продуктом питания переселяемых на весь путь следования до пункта назначения должно было осуществляться за счет их личных ресурсов. Прием эшелонов со спецпереселенцами, чеченцами, ингушами в Казахстане и Киргизии был закончен 21 марта 1944 года. То есть они минимум 2 недели находились в пути. По состоянию на эту дату всего в Казахскую ССР и Киргизскую ССР прибыло 180 эшелонов с общей численностью 494 456 человек. В том числе в Казахстан 147 эшелонов, 405 тысяч, и Киргизию 33 эшелона, 88 тысяч человек. И смотрите, какая статистика. Это официальная статистика. В пути следования во всех 180 эшелонах умерло 1361 человек, или 0,27%
27%. Госпитализировано 1070 человек. Это по показаниям НКВД, в которых очень трудно поверить. Но смотрите другую статистику. Вот на 1 мая 1944 года численность чеченцев-ингушей, подвергшихся выселению, составляла 505 759 человек. За счет чего? Из Грузии собрали, из Северной Осетии, из Дагестана, со всех регионов Советского Союза чеченцев-ингушей собрали и отправили. Позвольте уточнить, от общего числа чеченцев из Чеченской Республики, каков процент, общий процент высланных? Чеченцы все поголовно были высланы. Все поголовно. И ингуши все поголовно были. Да, все без исключения были высланы. То есть в республике чеченцев не осталось хотя бы в каких-то руководящих органах? Нет. Вот когда закончилось выселение всех чеченцев и ингушей, тогда создали спецэшелон, посадили туда всех партийных, советских, комсомольских работников, чеченцев и ингушей, тоже отправили туда, в Казахстан и Киргизию. И сюда были переселены из Воронежской области, из Курской области, из областей Украины. Население сюда было переселено. Ведь территории Чечено-Ингушетии разделились между несколькими соседними республиками. Основную часть отдали, вот юго-восточную часть, в Дагестан. Вот западную, северо-западную отдали состав Северной Осетии. 7 марта был создан Грозненский округ в составе Ставропольского края. Но потом осознали, что это неправильное решение. 22 марта 1944 года было принято решение создать Грозненскую область в составе РСФСР. Теперь смотрите, вот я вам сказал, что к 1 мая 1944 года общая численность чеченцев и ингушей, высланных туда, в Казахстан и Киргизию, составила 505 человек. 5759 человек. И вот смотрите, теперь по данным на 1 января 1949 год убыль чечено-ингушского населения составил более 130 тысяч человек. За 5 лет чеченцев и ингушей уменьшилось на 130 тысяч человек. Вот в таких условиях они жили. Да. Давайте поговорим о таком тоже непростом, сложном вопросе. Все-таки официальная версия обвинения, она совершенно несостоятельна. Однозначно. Совершенно несостоятельна, Однозначно. то есть это не может быть причиной. Ну, Никак. согласитесь, Анзор, разве можно целый народ объявить в каком-то преступлении? Вот я вам приводил, сколько чеченцев участвовали на полях сражений с немцами, сколько было героев Советского Союза, героев Российской Федерации, как промышленность, нефтяная, грозненская промышленность оказывала помощь воюющей армии, как население трудилось. Разве это не говорит о том, что вот эти обвинения, они совершенно несостоятельны? И я еще раз возвращаюсь, вот постановка вопроса, за что Сталин выселял народы, она совершенно неприемлема, она неправомерна. С моей точки зрения должен стоять вопрос, почему Сталин выселял народы. Вот эту загадку, я бы сказал, эту загадку надо разгадывать. И пока наша власть, наше государство не откроет все секретные архивы, на этот вопрос дать однозначного ответа, убедительного тем более, невозможно. Ваш отец был на фронте, Да. когда выселяли его народ. Да. Он тогда про это там ничего не знал, конечно. Да, там история какая? В 1938 году он, как сын кулака, был навечно выслан на Комилак, отправлен. В 1942 году
Почему я знаю детально, я запрашивал документы и получил официальное подтверждение. Он написал заявление и добровольно ушел на фронт. Ему тогда было 31 год, в 1942 году. И вот, как я говорил, воевал на Волховском фронте до осени 1944 года, пока был ранен, вылечился. И вот я запрашивал МВД Коми Республики документы, я получил ответ из МВД, что ваш отец Бугаев Махмуд Мадалович в мае 1942 года выбыл на фронт. Другой информации не располагаем. Где-то в августе 1944 года под Псковом он был ранен. Его комиссовали, он пролечился в госпитале, и он мне рассказывал, он умер в 90-м году, он приехал в Грозном, а в Грозном ни одного чеченца и ни одного ингуша. Он говорит, это было в сентябре 1944 года, он говорит, я пришел на рынок, а тут железнодорожный вокзал, территориально, 5 минут пешком ходьбы до рынка. Сейчас на месте этого рынка построили новый микрорайон, этого рынка нет. Я, говорит, пришел на рынок. И там, кстати, был автовокзал. Нет никого, говорит, ни чеченцев, ни ингушей. И он встретил знакомого кумыка. Вот здесь, вот на северной стороне, вот за этим хребтом, есть село Виноградное. Виноградное оно получило вот в 1944 году название, а так Баматюрт. Там живут и по сей день кумыки. Это село недалеко вот от тех сел, где проживали мои родители. От Старого Юрта, от Терского было общение. И он говорит, я встретил знакомого. Но я, говорит, пришел в военкомат, надо было стать на учет. Я, говорит, стал на учет и попросил на сутки вот пойти вместе с этим кумыком в село Баматюрт. Мы, говорит, прошли пешком туда, через хребет, пришли в это село, он там переночевал, он вернулся, его посадили на этот вагон пассажирский и отправили, по-моему, он должен был прибыть в госпиталь Омск. И на перроне вокзала в Омске он встретил знакомых чеченцев. Не знакомых, а просто чеченский говор услышал. Он подошел к ним, поздоровался и, говорит, сказали, что они с Урус-Мартана. Кстати, с этими чеченцами урус-мартановский отец до самой смерти поддерживал отношения. И он передал, если вдруг встретите чеченцев из притеречной зоны, там из Старого Юрта, там Шиди-Юрта и так далее, вот передайте мой адрес моего пребывания в госпитале. И вот так спустя время его нашли, и он потом нашел своих близких родственников, воссоединились, но до этого прошло 3-4 месяца, пока он воссоединился с семьей, со своими близкими родственниками. И эта история, эти эпизоды, их десятки тысяч. Или, скажем, мой тесть, бывший, царство им покойное, он тоже воевал в действующей армии, в воздушных силах, дошел до Вены, когда стало известно, что чеченцы и ингуши высланы, отдельные командиры говорили чеченцам и ингушам, воинам и офицерам, вот ваши народы высланы, существует установка всех демобилизовать. А такая установка была, всех воинов, чеченцев и ингушей демобилизовать. Он пошел на следующий шаг. Видимо, невидимо, а по документам это очевидно, что он был на хорошем счету, что неоднократно получал государственные награды. Его записали осетином по национальности. И он стал Шаипов Наум Михаил Наумовичем он стал. Вот моя супруга Бугаева Людмила Михайловна, хотя она чеченка. И таких примеров очень много. Когда записывались, вот им командир говорил, я вынужден тебя демобилизовать. А воины говорили, нет, мы хотим воевать до конца. Их записывали. Дальше чудеса подвигов. Хампаша Нурадилов, герой Советского Союза, который
лично уничтожил 912 фашистов, взял пару десятков в плен немецких офицеров, совершил этот подвиг при обороне Сталинграда. Или Булат Висаитов, легендарный командир кавалерийского полка, который дошел до Эльбы, и один из первых советских командиров, который встретился с американцами и которому был вручен высший орден Америки, Легион чести. Это архивный документ, командир дивизии Брикель, командир корпуса Осляковский, его в июне 1944 года представляет звание Героя Советского Союза. Вот копии документов я располагаю. Командующий фронтом Рокоссовский пишет орден Ленина красным жирным карандашом. И вот эта справедливость восторжествовала в отношении этого легендарного воина. Вот Аллея Слава, он на коне, вот монумент посвящен ему. Только лишь в 1990 году ему присвоили звание Героя Советского Союза. А он умер в 1986 году. Так он и не дождался Дня торжества справедливости. Скажите, пожалуйста, все-таки на чужбине, где были просто ужасающие условия, сложнейшие условия, как могли сохранить свое национальное самосознание, культуру, язык, ведь это очень сложно было. Как удалось все-таки сохранить? Очень хороший вопрос. Где-то до конца 40-х годов, до 50-го, 51-го, а до 53-го особенно, до смерти Сталина, все спецпереселенцы, и чеченцы, и ингуши, и калмыки, и карачаевцы, и балкарцы, независимо от того, в каких регионах страны они находились, фактически они находились в совершенно бесправном положении. Под комендантским надзором, жестким надзором. В 1948 году советское руководство приняло постановление, что все народы, выселенные в годы Великой Отечественной войны, выселены навечно. Вот начались протесты, возмущения, особенно в местах компактного проживания чеченцев и ингушей. Я подчеркивал, что чеченцев в основном поселяли на территории Казахстана. Вот я родился в Североказахстанской области. Североказахстанская область – это северная часть Казахстана, самая холодная, в Булаевском районе, село Успенка. Вот, кстати, 1 января 1949 года. Я пришел там в 1 класс. И то я помню, в каких условиях мы жили. Но казахи и киргизы, как они могли, как им позволяли вот эти комендантские службы, они, конечно, помогали. Но ситуация коренным образом изменилась, когда умер Сталин, то есть в 1953 году. Вот знаете, говорят, я даже задавал старшим этот вопрос, что в день смерти Сталина чеченцы и ингуши, говорят, плакали. Я задавал старшим вопрос, правда ли это? Мне сказали, да, правда, но плакали от радости, что умер тиран, палач. Вот условия были очень жестокие, я бы сказал. Поэтому вот когда в 1948 году было принято решение о том, что чеченцы и ингуши сосланы навечно, по местам по расселению чеченцев и ингушей, балкарцев, карачаевцев и так далее, ходили активисты, официально уполномоченные, и собирали подписи о том, что они ознакомлены с этим решением. И чеченцы, и ингуши, и балкарцы, и карачаевцы напрочь отвергали все это. Отвергали, что не признавали. Их наказывали за то, что они не расписываются, не дают эти расписки. Кстати, вот в те годы очень активизировались
представители общественности крымских татар и чеченцев, ингушей, работа велась, чтобы показать власти, что эти народы никогда не смирятся с тем, что они обречены жить на где-то поселение. Были смельчаки, которые, несмотря ни на что, приезжали сюда, в Чечено-Ингушетию приезжали, свои села приезжали, свои дома проходили. Были такие примеры, таких примеров очень много в официальных документах. Вот когда состоялся 20-й съезд КПСС и была разоблачена сталинская политика, карательная политика, политика тоталитарного режима, сюда, на Кавказ, хлынули очень много людей чеченской, ингушской, балкарской, карачаевской национальности. Вот по некоторым данным, которым мы располагаем, уже к зиме 1956 года, когда еще не было принято решение о восстановлении Чечено-Ингушской ССР, численность тех, кто не санкционировал, приехал сюда уже на территорию Грозненской области, составила 11 тысяч человек. Очень немало людей приехало в Кабардинскую АСР. Вот здесь власти Грозненской области приняли меры, чтобы всех до единого вернуть в Казахстан и Киргизию, а вот руководство Кабардинской АСР распорядилось всех принять и обустроить. Так и было сделано, во всяком случае, в документах так говорится. Но когда власть поняла, существовали же варианты такие, вынашивались идеи, на юге Казахстана создать автономию для чеченцев и ингушей, там в Киргизии создать для народы, дали понять, что они не смирятся с этим, что они возвратятся на свою родную землю, на землю своих предков, к могилам своих предков. И вот 24 декабря 1956 года, после многих встреч представителей депортированного народа с партийным руководством страны, было принято постановление о восстановлении национальных автономий чеченского, ингушского, балкарского, карачаевского, калмыцкого народов. Кстати, здесь местные руководители, партийные функционеры, они выступали против возвращения чеченцев и ингушей сюда на свою родную землю. Но руководство страны осознало, что эта политика приведет к тяжелым эксцессам. Поэтому 9 января 1957 года были изданы указы, в частности, о восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР, о восстановлении Кабардино-Балкарской АССР, о восстановлении Карачаево-Черкесской автономной области. Вот так были восстановлены автономии этих народов. Конечно, процесс был очень сложный. Вот, например, в Чечено-Ингушетии планировалось к маю 1957 года обеспечить переезд 50 тысяч человек. А фактически оказалось, что приехали люди 4 раза больше, чем планировалось. То есть стремление во что бы то ни стало вернуться домой было очень велико. Скажите, после восстановления Чечено-Ингушской республики сколько было уже чеченцев на территории? Одним словом, сколько вернулось? Вот статистика. Это хороший вопрос. Вот смотрите, в 1939 году была всесоюзная перепись населения. И была перепись населения в 1959 году. Вот сейчас давайте я вам, чтобы не голословно, скажу. К концу 1961 года из Казахстана и Киргизии возвратились 468 тысяч чеченцев-ингушей. В том числе Чечено-Ингушскую АСР 432 тысячи, Дагестанскую 28 тысяч, Северо-Осетинскую 8 тысяч. По тем или иным причинам на территории Казахской и Киргизской ССР оставались
57 тысяч человек чечено-ингушского населения. Таким образом, численность чеченцев-ингушей в рассматриваемый период составила 525 тысяч человек. Это за 20 лет. Прирост чечено-ингушского населения за 17 лет, с 1944 по 1961 год, составил лишь около 20 тысяч человек. А вот если брать 1939-59, общий прирост населения составил 24 800 человек. Анзор повторяет, 24 800 человек. А если сравнить прирост населения следующие 20-летия, 59 по 79, прирост чечено-ингушского населения составил 412 тысяч человек. И к концу 80-х годов, к переписи 89 года, без десятка, маленькая малость не дотянула до миллиона чеченцев. А вот если говорить более скрупулезно, наверное, было, я имею в виду, в 1990 году, наверное, было и миллион чеченцев. Скажите, откуда вот такая сила вот после Кавказской войны, советизации, депортации? Откуда такая сила к возрождению? Вот я упустил один момент из вашего вопроса предыдущего. Как никогда чеченцы-ингуши стали, вот в Казахстане и Киргизии, стали единой семьей. Вот старейшины, наши неформальные лидеры сумели довести до людей, чеченцев, ингушей в данном случае, что если они не будут как единая, одна семья, что в этих условиях им не выжить. Именно так и было. Вот при всех этих аномалиях, при всех катастрофических последствиях, 13 лет чеченцев, ингушей сделали войнахами. Вот они действительно стали войнахами. Вот эта сплоченность, она и дала возможность выжить в этих условиях. И вот знаете, была поэма русского поэта Сергеева, называлась «Солнце в крови». Необычное название, да, «Солнце в крови». Есть там такие строки. «Еще не родился злодей такой, чтоб горы уставил гробами, чтоб звинул Казбек дерзновенной рукой, чтоб сделал чеченцев рабами». Вот, несмотря на все эти испытания, сегодня на руководство республики говорит, общая численность чеченцев, ингушей и представителей других народов, которые проживают сегодня на территории республики, составляет без малого 1 600 000 человек. Замечательно. И еще такой маленький тоже вопрос, как историку вам хочу задать. Наследие, историческое наследие, что стало с этим? Вот в период депортации, я имею в виду архивы, какие-то археологические, да, вот с этим. Вот когда выслали, когда заселили, было принято решение, вот, кстати, под рукой, указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 августа 1944 года о переименовании отдельных районов Грозненской области. Всего в Чечено-Ингушетии было 24 сельских района. И большинство районов были связаны с национальными моментами. Вот, например, Атагинский район. Принимается решение Атагинский район переименовать в Предгорный район. Ачхой-Мартановский район переименовать в Новосельский район. Галашкинский район в Первомайский район. Староюртовский район в Горячеисточнинский. Урус-Мартановский – Красноармейский. Шатоевский – Советский. Шалинский – Междуреченский. Районный центр Натеречного района, станицу Нижний Наур
переименовать станицу на Кирича. Далее у меня есть документы, которые вот это районов касается, а дальше были указания переименовать сельские населенные поселения, сельские населенные пункты. Вот мы, свидетели, в городе Грозном, бордюры, это были стелы из кладбищ чеченских и ингушских кладбищ. Архивы уничтожались, памятники уничтожались. Была предпринята попытка вообще из памяти страны, из исторической памяти страны, убрать даже малейший след упоминания чеченцев и ингушей. Вон Хайбах. Посмотрите Хайбах. Ведь это зверство, когда в конюшню загнали огромное количество людей и сожгли. А сожгли почему? И возглавлял эту операцию Гвишиане. И почему? Потому что усилились морозы, пошел снегопад, а это высокогорный район, и невозможно было их транспортировать к местам посадки на вагоны. Было принято решение легкое для тех карателей – расстрелять, уничтожить. Дальше, вот когда возвращали, восстанавливали республику, я говорил, чуть более 15 тысяч квадратных километров была республика. А когда стали возвращать, было принято решение высокогорные районы не восстанавливать. Закон принят о реабилитации репрессированного народа 26 апреля 1991 года, но он не реализован в полном объеме. Вот я, как жертва репрессий, в месяц получаю 2657 рублей материальной компенсации. Я имею право в год поехать бесплатно в санаторий или в дом отдыха. Но поскольку я работаю, я такого права лишен. Но мне говорят, выплачивают около 4000 рублей в год и говорят, это в порядке компенсации. А поезжайте на 4000 рублей, ну хоть на одну ночь, даже в простейшей гостинице переночуйте. Но историческая справедливость все равно восторжествовала. Чеченцы и ингуши реабилитированы. То есть власть показала, Хрущев на 20-м съезде КПСС сказал в феврале 1956 года, выселение, в том числе чеченцам и ингушей, не было вызвано причинами военного характера. Ну, слава Богу, что вернулись, слава Богу, что республика возрождается после тяжелых испытаний. Это, конечно, стоит дорогого, и мы рады, мы видим ваши успехи. Очень приятно. Спасибо вам большое за интервью. Вы дали нам бесценную информацию, очень интересную. Я думаю, слушатели, зрители наши получат на самом деле исчерпывающую информацию о произошедших событиях. Да. Можно я завершу? Да. Я благодарю вас. Могли бы вы в конце дать совет более юному поколению кавказцев, исходя из опыта нашего общего исторического опыта кавказского, из своего личного опыта и родового, на будущее, что нам сделать, чтобы сохраниться вне зависимости от различных исторических, в том числе и трагических событий, которые могут нас, не дай Всевышний, но, возможно, трудности еще выпадут на нашу долю. Я дедушка. У меня есть внуки, которые учатся и в вузах, и в школе. Вот мы историей, я имею в виду народа Северного Кавказа, народа Кавказа, обречены жить по соседству. Вот наши далекие предки, очень далекие предки, в очень тяжелых условиях показывали пример мудрости, когда друг другу помогали,
когда всегда приходили на помощь, оказывалась взаимопомощь, было куначество, независимо, кто по национальности, какой язык, какая вера. Ведь ислам призывает уважение иной культуры. Вся культура создана Господом, люди созданы Господом, и мы должны этим руководствоваться. В последнее время, особенно вот в интернет-ресурсах, много очень спекуляций. Нельзя идти на поводу этих спекуляций. Ты показываешь, каждый человек, я имею в виду, показывает свою культуру, когда он демонстрирует культуру уважения себе подобного, но инородца, я имею в виду, иной язык, иная вера, иные привычки. Во всяком случае, людей, которые придерживаются духовных, нравственных ценностей, данных нам Всевышним, они заслуживают уважения. К сожалению, в этом мире, мы говорим, в глобальном мире, не все так просто. Народы Кавказа, они обязаны, это их долг, уважать друг друга. Преодолеть вот эти все трудности. Ведь, посмотрите, все эти эксцессы, все эти конфликты, они порождены на это наследие недальновидного решения территориальных вопросов, вопросов взаимоотношений друг к другу. Вот вы приехали с Абхазии. Вот для меня это радость. Может быть, я допустил какой-то сумбур, но почему? Потому что я волнуюсь давать интервью абхазскому телевидению. Я преклоняюсь перед абхазским народом. Я с уважением к вам отношусь. И, кстати, без бахвальства скажу, внес маленькую, может быть, толику, как-нибудь я вам расскажу, чтобы не допустить конфликта между Грузией и Абхазией еще в 91 году, весной 91 года. Но это тема отдельного разговора. Надо соблюдать наши традиции и обычаи. Вот я своим говорю, нет мудрее традиций и обычаи кавказских народов. Почему? Потому что их в сути уважение себе подобного. А чтобы уважить себе подобного, что нужно сделать? Просто нужно поклониться, поздороваться. Идет старший, встать, уступить дорогу старшему, прийти на помощь нуждающимся. Больше ничего. И вот наши мудрые старики говорят, вот замки, вы их не заберете туда. Вот когда хоронят, я говорю у нас, людей, когда хоронят, не говорят, у него трехэтажный дом, у него машина Мерседес, он каждый день меняет 3 костюма. Не говорят. Они говорят, пусть это мужчина, пусть это женщина, говорят, он был достойным человеком, он был уважаемым человеком, он всегда был готов прийти на помощь людям, он всегда готов был поделиться даже последним куском хлеба, он был гостеприимным. Вот говорят об этих качествах. Поэтому надо об этом думать. Независимо, чеченец, ингуш, абхаз, грузин, азербайджанин, армянин, дагестан и так далее. Почему говорят Кавказ? Ну, гора языков, да? А вот если брать кулак вот этих всех кавказцев, разве можно их сломать? Нет, конечно. По одному можно, по одному. Но всех вместе нет.